Андрей Сидельников у нас должен быть на связи. Андрей? Я на связи. Мы тебя видим, да. Я сегодня прочитал пост твой в Facebook, в котором ты пишешь о том, что вы, то есть ваше движение «Говорите громче», главой которого ты являешься, и такие настоящие оппозиционеры, живущие в Британии, будете требовать жесткого наказания сотрудников посольства российского, поскольку уже из расследований, из известных деталей расследования, понятно, что там медик был задействован, доктор Менгеле какой-то, да, такой в нынешнем виде, который помогал отравлять, и какой-то еще представитель посольства. Вот расскажи, как развиваются события в отношении именно российских дипломатов, и что власть британская предпринимает в ответ на вот такое поведение, и после того, как вышло это абсолютно дурацкое интервью, которое только хуже еще сделало все с этими двумя террористами Грушиными. Ну, на самом деле, это ждать от того, что только стала известна информация, что было покушение на Скрипалей. Дали пример Великобритании, письмо с видением санкций, какие действенные меры могли бы быть приняты в Великобритании для того, чтобы исключить в дальнейшем подобные случаи. И тогда уже мы сказали, что одним из пунктов было, что нужно посольство закрыть в полный... Не закрыть, а выслать всех сотрудников посольства, потому что они являются, в общем-то, на наш взгляд, никакими не дипломатическими работниками, а это, в общем-то, сотрудники российских спецслужб. Вот. Ответ из правительства был получен после этого. Нам, в общем-то, так, в мягкой форме сказали, что правительство рассматривает разные способы. В общем-то, никаких действенных шагов не было предпринято, кроме того, что вот была группа людей уже выслана из Великобритании, из российского посольства. Сейчас же, когда действительно новые данные начинают всплывать в связи с этой химической атакой российского государства на территории Великобритании, мы очередное письмо подготавливаем, и на днях мы его отправим, опять-таки, премьер-министру Великобритании, где уже действительно мы не будем говорить про наше видение, мы будем уже требовать действительно для того, чтобы исключить подобные случаи, им действительно необходимо просто признать посла Яковенко персону нон-грата и выслать полностью весь дипломатический корпус. Пусть присылают новую команду, которую, я надеюсь, спецслужбы Великобритании уже установят четкие вообще возможности их отслеживания, скажем так. Андрей, скажи, пожалуйста, вот ты находишься внутри ситуации в Британии, видишь все это, как меняется ситуация, меняется отношение власти, общества Британии к российским властям и к России. Вот считаешь ли ты адекватной и достаточной реакцию Британии на данный момент, когда вот эти обстоятельства все вскрылись, или все-таки чувствуется еще такое желание как-то дать шанс Москве смягчить эту ситуацию? Ну, на самом деле желание такое не чувствуется, но в то же время никаких шагов, пока во всяком случае, после вот той высылки дипломатов, которая была как раз во время первой информации об отравлении Скрипалей, сейчас правительство не делает никаких, во всяком случае, видимых шагов, одни какие-то заявления, ни одного пункта санкций не было введено после вновь открывшихся обстоятельств. Поэтому как-то пока я не очень понимаю, почему правительство Великобритании, я, конечно, понимаю, что много других проблем, не столько связанных с Россией, сейчас в Великобритании навалилось, но на наш взгляд, это действительно первоочередные задачи, которые правительство должно сейчас предпринимать шаги, потому что, в общем-то, у населения, можно сказать, такое в полупаническом состоянии существует. Вы, наверное, слышали о вчерашнем инциденте, опять-таки, в Солсбери, когда, сейчас стало известно, что просто отравились, то есть никакой атаки химической не было, но приехали на место медики, и они вызвали полицию, потому что признаки, которые произошло от вчерашнего отравления в одном из ресторанов недалеко от места, опять-таки, вот этого заражения, где травили Скрипалей, были похожи симптомы именно на вот те, которые были как раз и у Сергея Скрипаля, и у Юлии, и его дочери. Поэтому, в общем-то, сразу же действовала моментально полиция, оцепили вокруг все, собственно, кварталы, людей
начали обследовать. Ну, действительно, паническое состояние, потому что, в общем-то, неизвестно, где новичок там или Полоний вообще обнаружится, в какой квартире вообще Великобритании в следующий раз. Ну, вообще,